Новые законы, новые компетенции и как их освоить. Именно поэтому в Башкирской академии госслужбы при главе республики организуют курсы по повышению квалификации в сфере транспортного обслуживания. Одна из самых актуальных тем. Здравствуйте. Об этом поговорим сегодня в программе интервью. Я представляю гостя в студии Олег Арефьев. Это генеральный директор научно-исследовательского центра эффективности региональных транспортных систем, кандидат технических наук. Олег Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы с вами говорим о том, что в Башкирской академии госслужбы начинаются курсы, стартуют они 18 мая, причем это курсы повышения квалификации. И тема – это правовое регулирование транспортного обслуживания. Вот насколько эта тема актуальна именно сейчас? Почему она востребована сейчас? Давайте попробую объяснить так, на очень простой аналогии. Существует, допустим, больница, и вот она лечит людей в каких-то рамках стандартов, а потом необходимость лечения, начинается какая-то новая эпоха, вот, допустим, перестройка, необходимость лечения, значит, отпадает. Врачи потихоньку теряют компетенции, чтобы они не скучали, им дают какие-то параллельные задачи, где-то что-то ремонтировать. Следующих нанимают уже не которые лечат, которые ремонтировать умеют. Проходит лет 20, штатное расписание остается, полная больница врачей, лечить никого никто не умеет. И тут, значит, приходит новый глава и говорит: я вам покупаю новое оборудование, вы теперь должны лечить людей. И они вот все бегают вокруг этого стола, суетятся, звенят пробирками, склянками, дергают за провода нового оборудования, а что с больным делать не знают. А больному все хуже и хуже. Мы же удивляемся, транспортная реформа идет, а больному реально все хуже и хуже. И проблема в том, что их сегодня надо хотя бы на базовом уровне научить, ну, хотя бы каким-то азам первой помощи. Даже я не говорю сейчас, что какие-то серьезные научные там им подход давать. Поэтому вот сегодня, и еще один очень важный момент, на сегодняшний день прокуратура, если раньше она не особо вмешивалась в работу общественного транспорта, сегодня она наработала определенную практику, понимание, и уже начинает по региону проверки по качеству, по отношению, по исполнению полномочий. Поэтому первая, наверное, задача – это тех людей, которые придут учиться на эти курсы, они поймут, что они, как минимум, безопасность их в дальнейшем, претензий прокуратуры к ним. Вот. А второй момент, они научатся хотя бы базовым азам первой медицинской помощи, если мы в эту аналогию уходим, чтобы хоть как-то попытаться сейчас помочь больному, чтобы сохранить его жизнь, а потом уже как-то лечить, стоять на ноги. Кто будет слушателем этого курса? Вообще, по идее, мы как бы по регионам часто разбиваем на два потока, то есть технические специалисты и управленцы. Но в Башкирии пока вот как бы общий уровень, к сожалению, не самый высокий, поэтому, наверное, первые, надеюсь, может быть, не последние курсы. Это в одном потоке управленцы, непосредственно технический персонал, кто занимается, имеет любое отношение к организации, к управлению общественным транспортом. В том числе мы приглашаем частных перевозчиков. Потому что они тоже должны понимать свои права. Часто они свои права себе придумывают, то есть, а часто еще и не знают тех реальных прав, которые у них есть. Это все усложняет взаимоотношения с регионом, с властью, с заказчиком. Появляется недопонимание, власть не понимает, что требовать от них, они не понимают, что они реально обязаны, и каждый живет в какой-то своей правде. Мы хотим собрать и объяснить, какая правда реально существует и как вот реально надо работать. То есть этот курс, в принципе, открыт для всех, кто хочет и кто работает в этой сфере, для того, чтобы потом не было вопросов к ним. Совершенно верно, в том числе, чтобы не было вопросов, и более того, для того, чтобы для кого-то это бизнес, для кого-то это полномочия. Допустим, для представителей органов самоуправления это полномочия, для перевозчиков это бизнес. И те, и другие, те сохраняют бизнес, вторые сохраняют свои полномочия, получают какое-то развитие и реально начинают транспортную реформу, в конце концов. Мы говорили с вами о том еще до эфира, что транспортная реформа меняется, и каждый раз именно эта сфера постоянно меняется, и очень сложно найти баланс. Вот будете ли вы учить слушателей этого курса найти эту золотую середину? Как сориентироваться, как следить за законом? Конечно. Первое, наверное, что самое важное, на сегодня у нас идет, особенно последний год, 1,5 года, очень серьезное обновление нормативной базы. То есть каждый буквально месяц появляются какие-то поправки, уточнения, приказы минтрансовские. Вот, и, допустим, вот чего стоит только отмена всех свидетельств с бумажной формы с 1 сентября. То есть вот все у вас перевозчики, которые частники, работают на нерегулируемых тарифах с бумажными свидетельствами, с 1 сентября эти бумажные свидетельства отменяют. Как переходить на электронные, в каком порядке, как должно быть, как прописаны порядки быть, как процедура должна быть прописана, как это работает. Они тоже должны это понимать, потому что они с 1 сентября, не подготовившись к этому, становятся нарушителями. Нормативная база меняется каждый день, очень оперативно. За этим надо следить. Может быть, не всегда получается ее, конечно, до буквы исполнять. Мы тоже понимаем, что вот все, что написано, исполнить до буквы не всегда возможно.
Но надо понимать, что необходимо обязательно исполнять, а что можно, в принципе, как тут немножко подождать, не торопиться. Это вот все мы хотим, готовы объяснить. Уже есть какой-то список слушателей, может быть, кто присоединился, кому бы вы рекомендовали? Ну, во-первых, я рекомендовал бы, это первое, самое главное, это всем районам республики, это именно администрациям районов республики. Почему? Потому что это прямые их полномочия. Если сегодня они все это сваливают на Минтранс, Минтранс, естественно, и с ограниченными ресурсами, там не так много людей, он все это не вывозит. И в результате, вот, для того, чтобы не получить в итоге, значит, каких-то претензий от прокуратуры, в том числе в первую очередь к ним, им обязательно, конечно, прослушать это курсы, послушать, посмотреть. При этом я вот хотел бы, может быть, забегая немножко вперед, сказать, что вот в БАКСу выставили цену, как бы они вот нас привели как специалистов, цену очень невысокую, буквально смешную, честно говоря. 20 тысяч, насколько я знаю, если не ошибаюсь. В Москве двухдневные курсы стоят от 100 тысяч, и желающих очень много, потому что люди понимают, из регионов, из районов едут, учатся, пытаются понять. Здесь приезжают люди, специалисты федерального масштаба, к ним, им объясняют, им показывают, начинается определенный какой-то механизм взаимоотношений. И, честно говоря, вот, скорее всего, я предполагаю, вполне возможно, это было такое политическое решение БАКСу, чтобы не перегружать районные бюджеты, но дать им понимание. Но цена реально довольно-таки такая, очень сильно невысокая. Причем курс длится, я так понимаю, несколько дней, 128 часов. Он даже не несколько дней, он длится практически 3 недели. То есть там будет 7 модулей, будут даваться нормативная база, будет даваться механизм, будут практические занятия, показывать, как это все реализовывается на практике. Потому что просто прочитать там какой-либо закон и объяснить, как он работает, этого мало. Надо еще проверить, как они поняли, как они, значит, будут это реализовывать на практике. Вот. И, естественно, конечно, будет не только даваться законодательная база, будут, значит, и показываться, как оформляются документы, как принимаются документы, какой документ для чего служит. Вот. То есть, я говорю, это очень большой такой серьезный курс с практическими занятиями, с лекциями офлайн, онлайн будут читать московские специалисты, будут читать руководители департаментов, в том числе Перми, которые, значит, имеют уже определенный серьезный опыт какой-то наработанный в этом плане. Ну и один из самых любопытных вопросов, будет ли контролироваться именно, как усвоили эти знания слушатели? Или вот прочитали, дали вам информацию, пользуйтесь? Нет, вы знаете, во-первых, я как бы не первый год занимаюсь, не только, значит, вот такие курсы веду, я и в институте преподаю. И основная задача всегда в диалоге быть с теми, кого ты объясняешь, кому-то что-то учишь. Обязательно контроль может быть не то слово, тут не школа, что как вы выучили домашнее задание, а здесь, наверное, контроль с другой точки зрения. Для многих то, что мы будем говорить и давать, является таким вот относительным откровением, они этим не читали, не занимались, не сталкивались. И здесь вопрос не то, что, чтобы они как бы не прогуливали, не смотрели, это самим должно, а как они поняли то, что им сказано, вот то, что донесли, может быть, какие-то вопросы, какие-то корректировки. И, конечно, по другим регионам мы часто сопровождаем потом после курсов, они нам звонят, обращаются, мы им помогаем, рекомендуем, советуем, как какие-то документы составить, как ответить прокуратуре на частые претензии. Вот такой же механизм взаимодействия. Олег Викторович, я правильно понимаю, что вот именно на этом курсе слушатели досконально, по крайней мере, постараются понять 33-й федеральный закон? Да, здесь очень интересный момент такой. Дело в том, что 33-й федеральный закон, он передает полномочия все. Вот, то есть вот есть у нас, условно говоря, какой-то муниципалитет, район, он передает на уровень региона. Но мы же понимаем великолепно, что регион сегодня, вот я говорю, опять же, возвращаясь к Минтрансу, там просто нет вот таких ресурсов, чтобы все эти полномочия вытянуть. Поэтому, конечно, эти полномочия будут отдаваться обратно. И вот здесь даже вот в этот момент очень важная история, что надо правильно оформить передачу туда и передачу обратно этих полномочий. Потому что обратно они передаются с деньгами, должны передаваться. Рассчитать правильно объем денег, обосновать. Опять же, потому что это вопросы прокуратуры, УФАСа будут. То есть это, мы очень долго жили, вот я еще раз говорю, возвращаясь к хронологии, как вот в больнице. Мы лечили подорожникам, там где-то травками прилепляли, где-то, значит, еще что-то. А тут ситуация меняется очень стремительно, и мы реально должны как бы, либо вот мы дальше подорожникам лечим и ждем, пока взорвется и все помрут, больной вот этот несчастный, либо мы начинаем уже как-то вот выходить в какое-то правовое поле, причем в соседних регионах, вот смотрите, я вот привожу Пермь, еще раз повторю, там ведь очень грамотно прописаны документы, там очень грамотные ребята сидят практически на всем уровне. Они тоже не сразу появились, они ездили, учились в Москву, платили большие деньги, потом приезжали, учили своих. Вот приезжает какой-то, допустим, с какого-нибудь района, глава администрации, замглавы, кто отвечает за транспорт.
прослушав наши курсы, пообщавшись с нами, он уже сможет приедать, объяснить своим, как вот в каких-то мелочах какие-то вопросы, какие-то решения. Надо вводить какую-то область понимания, чтобы они начинали хотя бы понимать, что они делают. Ну ладно, если вот муниципалитеты, да, понимают, что это нужно делать, а вот как объяснить частным перевозчикам? И дело в том, что у нас самое интересное, частные перевозчики без объяснения вот по многим другим регионам записываются, потому что они тоже хотят понимать, как им дальше жить. У многих перспективы дальнейшие довольно-таки мутные и сложные. Особенно те перевозчики, которые, как бы, условно говоря, как сейчас модно говорить, не крышуются никем, вот, они тоже не понимают, как завтра жить, кто от них что требовать будет, что они вообще должны делать, как они могут работать. Есть вот простой такой очень быстрый момент. Допустим, перевозчики на нерегулируемом тарифе, они обязаны платить НДС 22%, а на регулируемом тарифе не должны платить. А никто, когда приезжаешь к перевозчикам, спрашивает, почему не работают на нерегулируемом тарифе, а мы не знаем как. И вот ты начинаешь объяснять, как работает регулируемый тариф, как работает нерегулируемый тариф, какая экономика там, здесь, какие у вас отношения с налоговой должны быть, что вы должны платить, что не должны платить, ваши права. И часто они сами, то есть даже вперед муниципальных служащих в очередь устраиваются. Если смотреть вот на ближайшие годы, как изменится именно транспортный ландшафт регионов, как думаете? Ну вот меня, конечно, Башкортостан интересует. Ну, вообще, я надеюсь, конечно, изменится в лучшую сторону. Предпосылки все для этого есть, но для этого мы все-таки должны что-то делать. Мы должны учиться лечить этого больного. Потому что если мы лечить не будем, тот запас мощности, в который в него был заложен, то здоровье, которое ему дала мама, оно рано или поздно кончится, он умрет. Ну и ваше сообщество, как раз ваша организация, может стать экспертной площадкой для того, чтобы этого больного вылечить и поставить на ноги. Мы готовы помогать, причем, я говорю, во многих вопросах, я уже неоднократно говорил, для меня это не бизнес, я неплохо зарабатываю как бы на основном. Для меня это такая, может быть, как бы история, это республика, это город, в котором я родился, в котором я вырос, поэтому есть определенное желание все-таки что-то сделать для этого. Олег Викторович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, что действительно, как может измениться у нас транспортная система в Республике Башкортостан и что для этого нужно. Спасибо. Это была программа интервью. На наши вопросы отвечал Олег Арефьев. Это генеральный директор научно-исследовательского центра эффективности региональных транспортных систем. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.